Я ваш участковый доктор. Скажите... Я очень приятно, но я уже проконсультировался, первую капельницу сделал. Ага. Не знаю дальше, что будет, посмотрим, как будет протекать. Ага. Ну, такое состояние такое среднее. Угу. Какой день у вас? Несколько дней у меня была температура. Я пошел вчера, сдал анализ и подтвердился. Хорошо. Скажите, кто вас консультирует? Ну, это Шакирбай Ляна Вахтанговна. Все, хорошо. Хорошо, ладно, выздоравливайте. Астанда Гулария – врач-терапевт Сухумской городской поликлиники номер 1. Прием пациентов с подозрением на ковид она проводит ежедневно. Кроме нее в поликлинике с 9 утра до 6 вечера принимают больных и другие врачи. После консультации с пациентом врач принимает решение, сдавать ему тест на ковид или нет. Параллельно участковые врачи ведут и амбулаторных больных. В настоящее время на попечении Астанды Гулария более 200 пациентов. В течение месяца бывает, что численность заболевших у каждого доктора от 300 и выше идет. В целом где-то 450-500 человек и выше. Вот. Значит, все положительные передаются по сводке в 12 часов главному врачу, и главный врач уже распределяет по участкам. Каждый доктор ведет свой участок, это определенные улицы. Сегодня, допустим, мне дали троих, это вот дополнительно к тому, сколько у меня уже было. Было у меня примерно около 200. Общение с больными происходит дистанционно. Информацию о лечении пациента получают по телефону. На каждого заведена карточка. Стоит отметить, что не все амбулаторные больные довольны работой участковых врачей. Мы пообщались с одной из переболевших коронавирусной инфекцией, которая лечилась дома. Свое имя она попросила не называть. Я в ноябре заболела коронавирусом. После того, как я сдала анализ в лаборатории, подтвердился вирус, сразу же позвонила участковая. Не буду ее называть. За все время, что я дома была изолирована, эта женщина больше не вспоминала про меня. Не спрашивала, есть ли у меня температура, как себя чувствую, переношу ли этот вирус нормально. Никаких вопросов не было с ее стороны. А когда я звонила ей туда, она бывали случаи, что не брала трубку. А когда брала, то это я насильно осведомляла, какие анализы я сдавала. А в конце очередной раз я хотела проконсультироваться с ней и хотела уточнить кое-какие вопросы, на что она, не дав мне слово вставить, нагрубила, сказав, что если вы выздоровелись, то нам не по пути, а если вы болеете, то идите к врачу, и положила трубку. Я так и не поняла, что за отношение к пациентам было со стороны участковой. Участковые врачи говорят, что работают на пределе своих возможностей, но при этом они не отрицают, что не все пациенты довольны их работой. Порой причина этому – несознательность самих граждан. Я, допустим, телефон не отключаю, но есть такие пациенты, которые могут позвонить в 2 часа ночи и попросить направление на компьютерную томографию, понимаете? Но это нужно быть чуть-чуть сознательным тоже. Человек не может пойти в 2 часа ночи и сделать компьютерную томографию. Вот они могут быть и недовольными. Это то есть такая категория. В остальном же мы стараемся всех обзванивать сразу. Вот как только нам по сводке передали, есть такой нюанс, почему они могут быть недовольны. Допустим, если это выходные дни, 2 дня там пропадает. Вот у них сегодня положительный, допустим, тест, да, вот уже результат известен. Их сегодня же обзванивают. Но нам их передают на следующие сутки, если это рабочие дни. Если это выходные дни, то получается плюс еще 2 дня. Вот. И в таких случаях, конечно, пациенты, они переживают, их можно понять, потому что первый раз сталкиваются с таким заболеванием, естественно, и чуть-чуть есть панические атаки, эта болезнь так знает. В Сухумской городской поликлинике номер 3 после поступления звонка из СЭС со сведениями о ковид-подтвержденных больных главный врач распределяет списки по участковым терапевтам. Помимо них больных ведут еще и врачи терапевтической специальности – кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог. Распределяя пациентов, и если уже это известны какие-то сопутствующие диагнозы, если больной сахарным диабетом, допустим, то я стараюсь его дать эндокринологу. Если у больного сопутствующая какая-то патология есть, кардиологическая, это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, уже как сопутствующий диагноз, если это больной нашего участка, мы знаем этих пациентов, они хронические, и если они получают дополнительно ковид, то
ничего страшного, если этого больного будет вести кардиолог. Галина Горбунова пояснила, что консультации с амбулаторными больными проводятся по мере требования. Пациенты могут позвонить врачу в любое время. Если же этого не произошло, врач должен сам в обязательном порядке поинтересоваться состоянием здоровья больного 1 раз в 3 дня. И если состояние больного на грани легкого или средней тяжести, тогда сам врач принимает решение, как часто ему узнавать о состоянии больного. Может быть, он каждый день ему позвонит, или если первые 5 дней не было температуры, не было кашля, и больной почти бессимптомно проходит заболевание, тогда нет необходимости звонить и беспокоить больного каждый день. Тогда мы объясняем, что проходит 21 день, и больной уже считается здоровым. Он имеет право прийти к нам, получить справку, выписку. ПЦР сдавать не обязательно, если прошло 3 недели. Если же состояние больного за 21 день не улучшается, тогда опять-таки участковый врач принимает решение о продолжении лечения амбулаторного, приглашает его в поликлинику, где можно сделать электрокардиограмму. Уже здесь в поликлинике можно сделать лабораторные исследования. Один из амбулаторных пациентов, который также не назвал свое имя, рассказал по телефону, что ему позвонили из поликлиники на следующий день после получения положительного результата теста. Я вчера сдавал 10 числа, мне вечером ответ пришел, что у меня положительный ПЦР-тест. И на утро, было где-то часов 10, наверное, 10 еще не было, мне набрали с нашей поликлиники, спросили состояние, сказали, что открывается карточка для больничного. Потом прошло где-то минут, наверное, 30-40, нам набрал участковый врач наш. Спрашивал состояние мое, родителей, у каждого спросил состояние. И по телефону сказал, что будет нас вести участковый врач. И все назначения скидывал по телефону, скинула она нам, какие нужно капельницы делать, какие витамины пить. Завтра сказала она нам, что мы сняли КТ, и все вот эти снимки, все на телефон ей скидывать и по телефону консультироваться. В любое время суток, сказала нам, звонить, писать, не стесняться. В любое время можете звонить и обращаться, спрашивать, если что беспокоит. Учитывая сложную эпидситуацию, медики вновь призывают граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и своих близких от последствий опасной инфекции. Алика Трапшрамо Камки, Абхазское телевидение.